Наша героиня Логинова Людмила Ивановна. Ее детство выпало на голодные военные годы. Но несмотря на лишения, голод и холод, ей удалось закончить школу и получить высшее образование. Людмила Ивановна – отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда. Она всю жизнь проработала в школе. Ее педагогический стаж составляет 46 лет. Людмила Ивановна, расскажите нам, где вы родились? Когда вы родились? Я родилась в 1933 году в деревне Кыква Шарканского района. Расскажите нам о своей семье. Ну вот, в крестьянской семье, можно сказать, наверное, да? В крестьянской семье. Началась война в 1941 году. Отца не взяли уже в армию, потому что он был болен. Он был бригадиром колхоза, председателем. Мать работала. Вот, я пошла в 1941 году в первый класс. Вот, Еще кто у вас в семье был, расскажите. В семье. Семья из скольки человек состояла? Вот. У нас было трое. Я, мама и папа. Вот. Сестренок, братишек у вас не было, да? Были. Вот старшая сестра работала в библиотеке в Шаркане. Старший брат где-то работал в деревне. Но он рано умер. И вот мы в конце концов уже остались только втроем дома. Людмила Ивановна, вы сказали, в 1941 году пошли в школу. А школа в какой деревне? В вашей же деревне Да, была или где-то да. в соседней деревне ходили? Кыкве. И что вы помните о школьных годах? Школьные годы у меня были очень интересные. Училась хорошо я. На 4-ке, 5-ке училась. Но какие работы в школе мы выполняли, все время организованно ходили и картошку копать, например, в классе 7-м, 6-м. И потом еще... Колоски, наверное, собирали. Да, колоски собирали. Так, пастушить ходили, даже помогали. Пололи, наверное. Пололи, в лагере работали. Вот. Одевались очень просто. Все время ходили в лаптях. Некоторые в удмуртских лаптях ходили, а я, например, в русских лаптях ходила. Они еще и разные были? Да. Такое... А писали вот чем это в классе? Вот это? Писали мы чернилами. Чернила делали из свеклы и из сажи. Вот. И красные чернила были, и черные чернила были. И я, например, уроки делала. Такая железная печка у нас посередине квартиры была. И вот там печка горела, и вот там около печки сидела и там читала. А писать за столом же все-таки сидела и писала. Жили, конечно, бедно. А вот скотину держали, мы коровы держали, гуси были, курицы были. А вот освещение, вечером уроки долго, вот поздно, вовремя не сделаете, чуть затянете. Освещение какое было у вас вообще? Вот лампа, керосиновая лампа стояла? Керосиновая лампа. И потом к концу уже вот это радио такое, как сковородка, повесили. Это уже к 8-му классу. А так все. Вот вы в 1941 году пошли в школу. Помните ли вы, как вам сказали, что война началась? Кто объявил, кто сказал? Это я помню, не по радио, а... По громкоговорителю, да? Нет. Что было у вас? Председатель колхоза верхом
у нас деревня одна, улица была вот Кыква, очень такая длинная, да, и вот верхом туда-сюда ездит и говорит, началась война, началась война, началась война с Германией. Ну, говорил с Германией. Ну, конечно, И начали призывать, да? да. Начали мобилизовывать. Значит, в первом классе соседка, девочка, пойдем, Люда, в школу. Ладно, пойдем на елку. А нас первоклассниц, почему-то первоклассниц не приглашали тогда. Ну, голод был. Ну вот я пошла. И потом все поют, все веселятся вокруг елки. Ну, мы помогали елку оформлять. Из бумаги всякие фигурки делали, из листьев таких сухих что-то делали, вешали. Ну, в общем, елка у нас получалась интересная. И вот все поют, А я так любила петь. Я хочу петь, говорю. Ну, давай, Филатова, спой песню. И я спела песню. Ты пишешь, что родилась дочь, похожа на меня. Пускай растет, корми сама, моя любимая. Все женщины плакали, а молодые учительницы улыбались. Вот это все. И вот мне дали подарочек. Подарили мне такую резиновую медвежонка вроде бы. Ну и вот этого медвежонка я, значит, в угол, раньше ведь эти делали Красный угол, да? красный угол, и в деревне вот эти божественные эти Иконки ставили. иконки ставили. И вот эту игрушечку я положила туда. И думаю, давай-ка я в 10 классе посмотрю, во что превратилось оно. Я взяла, и все, эта резина все высохла, все как мука. Все испортилось. Людмила Ивановна, вот все равно шла война, трудно вот, детство, что дети все равно заставляли работать, это, загружены были делами. А какие игры были вообще вот это? Все равно и находили время идти поиграть, где-то собираться с ребятами. Да. Самодельные у нас были мячики какие-то, делали из шерсти мячики. Вот. И играли мячики, в прятки играли, через канаву проходили, врагов ловили, войну и мира играли, всякие игры играли, все равно. Хоть и плохо жили, хоть и плохо кушали, но все равно мы играли. Из-за того, что война, наверное, игры поменялись, да? Я постоянно танцевальный войной кружок связано. посещала. Правда, у нас гармонистов уже не было в школе. Под тра-ля-ля, все мы плясали. С малых лет я плясала. В школе, значит, у вас и кружки были, да? И кружки были, да. Кружки были. А какие мероприятия проводили еще в школе? Вот про Новый год вы рассказали. Какие еще мероприятия были? Мероприятия, елку, значит, и потом 8 марта отмечали женщины. 7 ноября, наверное, да, 7 ноября. Мы женский праздник тоже не праздновали, но все равно и учительницы, и своих матерей, и все женского рода, все поздравляли и уже писали. Находили мы бумаги из книжек старых. Вот первая страница чистая ведь, и последняя страница чистая. Вот вырвешь и там оформишь. Вы рассказали, красиво. что чернила делали, а писали, чем вы не рассказали, чем вы писали. Перья у вас были? Перья были было? уже. Перья уже были, да? Да, перья уже были. Вот настоящие перья вот так вот. Не этим, как раньше писали. Перышком. Нет. А мы уже писали настоящими ручками, только перья. Вот макнешь и пишешь, макнешь и пишешь. А вот уже война шла, все равно кто-то похоронки приходили,
Вот кто-то раненый приходил в деревню, все равно вот как потом вот это народ вот все равно рассказывали, наверное, что-то слушали, вас собирали, наверное. Да, да, обязательно. Кто придет, и обязательно вся деревня. Я говорю, вот сейчас сосед соседа не узнает. А раньше очень был дружный народ. Вот, например, сосед у нас пришел, вернулся он раненый был, но он не на, в общем-то, временно приехал. Мгм. И вот они собрали весь народ и поставили посередине комнаты вот деревянную такую бочку, и там полная бочка меда. А теперь ни хлеба, ничего нет. Вот, давайте, ребята, деревянные ложечки, кушайте сколько можете. Из этой бочки вот столько не ели, а что? Без хлеба, без всего разве мед поешь? Мгм. Ни чая, ничего нет. Но вот они угощали. И вот, провожали все деревни, встречали все деревни. Очень-очень дружный народ был. Я считаю так. Мгм. А как вы фронту помогали? Кисеты, может, шили, что вы? Вязали, может, что-то? Нет, я и говорю, мы это самое собирали, по деревне ходили, кто вязать может, женщины, кто шить может. И вот это собирали, варежки, носочки, и это оформляли, посылали на фронт. Мгм. А сами-то мы не могли еще. Это вам задание давали учителя, Да, 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 чтобы да, вы пробежались да. по деревне, это все собрали? Мгм. Людмила Ивановна, вот День Победы объявили, вся страна ликовала. А вот вы в деревне, вот вы как у вас в деревне это вы узнали, как вообще, какая реакция населения? Вот. Как раз мы были в школе. И директор сказал, ребята, война закончилась. Выходим все на улицу и будем хлопать. И я думаю, а почему хлопать? Это же не концерт. А все равно все вышли. И кто поблизости школы жили, все пришли в школу. И все отмечали. И все плакали. И женщины, и дети плакали. И старики плакали, которые еще были живы. И отец мой был тогда председателем колхоза. Он тоже говорил что-то, поздравлял, вот так вот. И сколько человек у нас погибло в деревне, сколько пришло и сколько вернутся еще. Вот в количестве он еще говорил. Не знаю, откуда он узнал и, может быть, подготовился или что. Ну, раз похоронок не было, Да, значит, да. решили, что вернуться, значит. Ага. Вот так. Большой праздник был. Ну что, праздник-то как? У кого самогон был? Около сельского совета, видимо, более или менее молодые люди собирались там, а мы, дети-то уж не пошли, ничего. Просто мне мама рассказывала, то картошку приносили, ариан приносили. Помните ариан, что это такое? Да, да. Ариан, картошку приносили, молоко приносили, творог приносили и самогон. Все-таки некоторые варили самогон. И столы накрывали, общий стол, да, ведь для всех, для всей деревни. Да, там не столы, а даже вот скамейки длинные были около сельского совета. Тут магазин, вверху сельский совет, и тут площадь была вот такая. Еще нам расскажите, пожалуйста, как победителей встречали? Победителей встречали очень дружно, особенно в семьях. Ну, соседей приглашали и так далее. Я говорю, у нас деревня была длинная, с конца на конец все равно не пойдешь уже. Вот. А приезжали они не сразу, постепенно. Кто месяц раньше, кто попозже. Наверное, раненые были, да? Раненые были, да. Мгм. После госпиталей возвращались, Да. да. Ой. И мы даже смотрели, как они шагали, как они с палками ходили. Жалко было, Вам жалко конечно. очень было, да? А помните ли вы, дезертиры были или... Вот Не дезертиров не помню я.
Вроде в деревне наших дезертиров не было, пленников тоже не было. Мгм. В плену То вроде есть в плену наши вроде- не попадали. Мгм. Кто-то у вас вернулся с фронта Да. из родственников? Да. Мамин брат Николай Ефимович. Маминой сестры сын Василий. Вот они вернулись. Да, многие наши родственники вернулись они. И вот мне даже дядя Николай привез тоже подарок какой-то. А что-то он рассказывал о войне вам? Может, какие-то эпизоды рассказывал? Может, где служил? Что-то рассказывал? Рассказывали, много рассказывали. Но я не помню, какой из них самое главное. Вот говорит, он рассказывал, пленные идут, и один нашел кусок мяса лошадиного, вон там, я не знаю, в канаве, и подобрал. А другой-то говорит, ты что делаешь? Говорит, вот будем это самое суп варить. И вот ему разрешили это кусочек лошадиного мяса. Достали, они взяли. Не знаю. Так они рассказывали. Вы не помните, где служил ваш дядя? Где воевал? Нет, я только помню, они то ли в санатории в Дрездене лежали, то ли где. Город Дрезден только Да-да. помню. Мгм. Но я в Германию ездила, так вот в первую очередь Дрезден посмотрела, Мгм. чтобы посмотреть, как выглядит город. Людмила Ивановна, а сколько классов закончили вы вообще? И потом, куда вообще вас вот, планировали или хотели поступить учиться? Планы какие у вас были? 8 классов закончила в 1948 году и поступила в Шарканскую среднюю школу, 9. Так, в 9-10 училась в Шаркане. В Шаркане закончила, тоже троек не было, вроде бы хорошо училась, но очень стеснялась, я говорю, все время в лаптях ходила, которые вот у нас уже сапожки, валенки носили, а я все в лаптях ходила, потому что папа умер в 1948 году, а мама осталась, она ничего в колхозе ничего не давали. Мы так плохо жили, ой, вы бы знали, мы так плохо жили. У нас была только картошка и были молоко, больше ничего. И вот среднюю школу закончила в 1951 году. А теперь что делать? Мне хочется учиться дальше. Ну и вот сестра говорит, давай поступай, может стипендию будешь получать, будешь учиться. Поступила я в Институт иностранных языков в Ижевске. Закончила успешно, без троек. Мгм. Немецкий хорошо. У меня преподаватель был Сандлер. Говорит, ой, давайте, говорю, как его забыла. Давайте, я говорю, брошу на 2 курсе институт, подработаю что-нибудь, а потом продолжу. Нет, Филатова, будешь учиться. Я тебе семью дам, ты будешь немножко им помогать, и они тебя будут поддерживать. Ну и вот я зимой ходила в садик за ребенком, с ребенком работала, сидела, и в субботу пол мыла. И они мне ни копейки деньги не давали, 20 копеек давали только в кино, но кормить зато кормили. Кормили хорошо, была еврейская семья. Мгм. Кормили хорошо, но в неделю раз 20 копеек давали в кино. Ходила в кино и так далее. И вот все равно не бросила, 4 года проучилась. И даже, я не знаю, вроде бы мы все студенты одинаково, бедные были. И танцевальный кружок посещала уже Мгм. в институте все равно.
В институте тоже мероприятия были, да? Мероприятия были у нас уже, мы уже хорошо. Мгм. И И сколько лет потом- вы проработали в школе? 46. 46 лет, да? Ага. Педагогического стажа. Да, практику проходила я в Болезно. Мгм. А в ВОШ вы как попали? Так Николай Алексеевич, говорю, у меня в Сосновке работал. И он узнал, что здесь рентгенолог умер. Ну и вот в министерство поехал, говорит, можно обратно ехать домой? Он приехал, он же волковский, Мгм. Волково. Мгм. Вот и меня привез сюда. И вы поженились, да? Так мы в Сосновке еще Что в поженились. Сосновке? Сколько у вас детей, расскажите нам. Одна девочка Лена, Мгм. доктор. И Один, внуки у вас есть? один внук Мгм. учится в институте строительном в городе Москва. Что бы вы пожелали молодому поколению, Людмила Ивановна? Успехов в учебе, уважение к родителям, уважение друг к другу, дружбы хорошей. И хорошую специальность бы заняли Мгм. по своему желанию. Ваша мечта исполнилась, да? И пусть у всех тоже исполняется мечта. Да, Вы моя стали педагогом. исполнилась, моя Мгм. исполнилась. Живу, как умею, живу, как могу. Путем мне начертанным прямо иду. Не прячусь от трудностей, верю в добро. Я очень хочу, чтоб всем людям везло. Борюсь я с недугами, так же, как все, стараясь держаться в житейской волне. Люблю добродушных, а подлых боюсь. Людей толстокожих всегда сторонюсь. Неравнодушных людей люблю, всем сердцем тянусь их к теплу и добру. Открытой душой я земной красоте желаю всем добра и дружбы. Говорили гордые, тщеславная, но оценка людей не главная. Нет им права меня судить, я старалась по совести жить. Поднялась от нуля, от бездарности, не ждала я хвалы благодарности, лишь мечтала вместе дружить, я старалась по совести жить. Попрошу у друзей прощения, откажусь от разлуки и мщения, попытаюсь обиды забыть, я стараюсь по совести жить. Людмила Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, вот об этой ложке. Об Это истории ложка. этой ложки. Это ложка память о войне. Во время войны в школе мы вот пользовались этой ложкой. И вот поэтому нам подарили эти ложки Мгм. всем ученикам 8 класса. Вот так она попала в вашу семью, да? Мгм. И теперь как память держу. Мгм. Молодец. Держу как память.